тебя. Встреча произошла в 1964 году, 1900. Композитор Нурли Холмаледов. Тогда Туркменфильм запускал по сценарию Буковского «Решающий шаг». Это не каждому режиссеру дано понять музыкальный текст, даже в тот момент, когда пишется сценарий. Во время писания сценария наверняка Алтay Карлич имел в виду как компонента и главенствующего компонента в фильме «Искусство музыки». Потому что, просматривая эти ленты, мы ощущаем силу, то есть какие-то кульминационные моменты, именно музыкальные моменты. Овеяна ширь от хазарских зыбей до глади Джейхуна ветрами Туркмений. Блаженство очей моих, роза полей, поток, порожденный горами Туркмении. Единой семьей живут племена, для тоя расстелена скатерть одна, высокая доля отчизне дана. Это строки из стихотворения Махтум-Кули «Будущее Туркмении», написанного 2 века назад. А на экране фотографии рабочих моментов съемок фильма о великом поэте. Фильм этот — еще один решающий шаг Карлиева. Была идея, было огромное желание, уже пришло немалое умение, но он словно сдерживал себя. Почему? Если знать Карлиева, знать его отношение к тому, что он делает, ответ может быть один. Не считал себя вправе. Требовательность, работа на пределе своих творческих и физических возможностей и острый самокритичный взгляд — вот что более всего отличает Карлиева. Чувство, которое знакомо, увы, не каждому. Художник Владимир Артыков. Алтay Карлич любил говорить, что актер должен вписываться в природу. И вот сейчас мне вспоминается эпизод, который произошел на Каспийском море, когда была построена декорация в районе поселка Джанга под Красноводском. В этом эпизоде снимался сюжет, в котором рассказывалось о приходе первых русских на туркменскую землю. Это дело было при Петре Первом. И действительно, это имел случай такой. И вот я бы назвал этот эпизод как «Визит доброй надежды», потому что именно с этого началось. Вот та великая дружба русского и туркменского народа, может быть, именно тогда уже заронила эти зерна. И Алтay Карлич особое внимание уделял этому эпизоду. Я помню, когда на Каспийском море мы построили вот эту декорацию, вот эти домики на сваях, тут, значит, верблюды вьючные, значит, корабли русские, которые пришли на Каспий. И вот этот визит доброй надежды, вот это русские, это, значит, рукопожатие русского с туркменом. Все это было построено, и неожиданно разыгрался шторм. Настоящий шторм, какой может быть на Каспийском море. И вы знаете, этот шторм угрожал тому, что наши вот эти, значит, корабли, построенные, естественно, декорации на воде, угрожал их разрушить.
И мы вся группа не знала, что же делать. И вот Алтай Карлеевич, уже пожилой тогда человек, в общем-то, не молодой, он первый бросился в воду и начал, вцепившись своими руками, значит, в эти банты, в канаты, начал спасать декорацию. И, естественно, все, как бы, одержимые вот этим порывом, бросились в воду, и мы спасли тогда декорацию. Но шторм прошел, декорацию мы спасли, заиграло солнце, камера Карпухина зажужжала, и мы сняли этот эпизод, который играл большую роль в фильме «Махтум Кули». «Тайна Мукама» — последняя работа Алтай Карлеева. Старик Сарман, чья дочь Каркара, бросив вызов вековым устоям, посягнула на мужское дело — пение песен и игру на дутаре. Вновь вызов, борьба, конфликт. Все, что так близко самому Карлееву, его мятежной, не знающей покоя натуре. Произойдет взрыв, столкнутся страсти. Значит, все должно быть сделано так, чтобы зритель верил. Женщина настолько владеет инструментом, что ни у кого не вызывает сомнения ее победа над лучшим музыкантом ханского двора. И Карлеев показывает еще и еще. И это тоже жизнь художника. Я наблюдал за жизнью этого человека, когда мы вместе работали на студии, туркменской киностудии. Это был удивительный художник. Причем, что самое интересное, в этом человеке было что-то детское, наряду с большим разумом, с большим масштабом мышления. Это был человек доброжелательный, человек, который к людям относился с вниманием, с добрым взором он оглядывал человека и проникал в сущность этого человека. Вот поэтому мне кажется, что Карлеев, народный артист Советского Союза, является гордостью туркменского искусства. Вспышкой лучше быть, чем угольком чадить в зале, как порох ты себя взорвешь. Словно Алтай Карлееву посвятил Махтум Кули эти строки.